В эфире БСТ, передача «Интервью», студии Тимур Давлетов. Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях адвокат Искандар Кабиров. И поговорим мы с ним о черных риэлторах. Как не попасться на их удочку. Искандар, я тебя приветствую в нашей студии. Добрый день. Ага, ну давай вначале, наверное, обозначим нашим телезрителям вообще черные риэлторы. Почему их так называют и каковы их функции? Ну, полагаю, это может быть любой гражданин, физическое лицо, либо группа граждан под эгидой какой-то организации, которые, действуя в своих интересах, вводя в заблуждение граждан, в данном случае имея умысел на совершение каких-либо неправомерных действий, вводят в заблуждение граждан, и они, в свою очередь, лишаются жилья и лишаются денежных средств за продажу данного жилья. К сожалению, таковых случаев у нас не только в Уфе, в республике, вообще по России вот, сотнями, да, насчитываются. И вот совсем недавно у нас был случай, когда мать с двумя детьми вот столкнулась с так называемыми черными риэлторами, которые выкупили часть доли. Мы показывали это в эфире нашего телеканала БСТ. Кто не смотрел, обязательно советую посмотреть. И вот сейчас они, получается, не дают ей житья. Вот как ты со стороны юриста, адвоката посоветовал бы ей поступить в данной ситуации? Ну, этих граждан я бы назвал профессиональными соседями. Вот. Что касается купли-продажи, огласки данного факта не было, поэтому как это все происходило, надо отдельно, скажем так, изучать. Что касается их недобросовестных действий, очевидно, что они создают условия невыносимые для проживания. Я данный репортаж смотрел, и самое первое, что мне вбросило в глаза, они смотрели телевизор, шумели в ночное время. Вот. Соответственно, есть статья в Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации, также в таком же кодексе, только Республики Башкортостан, нарушение покоя граждан. Там предусмотрена ответственность, есть возможность фиксации данного действия со стороны указанных лиц на телефон, предоставление в соответствующие компетентные органы, и в дальнейшем в отношении них инициируется привлечение как минимум к административной ответственности. Ну, как правило, вот такие профессиональные соседи заявляются нежданно-негаданно, да, как говорится, выпиливают замки, подселяют туда социальных личностей, ведут себя по-хамски, устанавливают те же самые видеокамеры, там, не знаю, собак, кошек, там как можно больше стараются привести. Ну, то есть делают максимально невыгодными проживание, получается, собственника квартиры и пытаются его тем самым, ну, не то что если не выселить, то хотя бы склонить к продаже сделки. Вот что нужно делать в таких случаях людям, которые столкнулись с такими злоумышленниками? Ну, как я уже сказал, обязательное условие защиты своих прав – это однозначная фиксация. Вот. На видео? На видео в том числе. Можно приглашать соседей, которые, скажем, прямо хорошие соседи, да, которые могут зафиксировать какой-то факт. Вот. Кроме того, в части животных есть требования Санпина, которые предусматривают, что на конкретное количество квадратных метров возможно нахождение одного животного или двух. Вот. Ну, это вся информация в свободном доступе в сети интернет. Я имею в виду нормы закона, на которые можно обращаться, к которым можно обращаться. Что касается наличия видеокамер, то есть это также можно попытаться поставить под сомнение. В первую очередь я обратил внимание в репортаже наличие несовершеннолетних детей. Единственное, я не обратил внимания пол. Разнополые, там и мальчик, и девочка. И мальчик, и девочка. Ну, в данном случае я полагаю, что как они установили эти камеры, также можно их и демонтировать, и положить в какой-то угол, да, условно говоря. Более того, вселение в данное помещение, ну, гипотетически должно происходить на основании решения суда о вселении и не чинении препятствий пользования жилым помещением. Также не исключено, было бы правильно со стороны этих граждан недобросовестных обратиться как минимум в определение порядка пользования жилым помещением. Может быть, если, насколько я понял, там малоэтажное строение было, вот, есть возможность оборудовать отдельный вход, например, да, и, соответственно, из двух ванных комнат сделать как бы разделение, да, стену возвести или еще что-то. Но опять-таки они под это как раз-таки не заточены, потому что их основная задача создать невыносимые условия для проживания. Ну, много-много всяких вариаций возможно. Но самое главное не опускать руки, держать себя в руках, ни в коем случае не вестись на их провокации и
во все времена понимать, что всегда есть возможность обратиться к уполномоченному по правам человека, уполномоченному по правам несовершеннолетних, то есть обнародовать эту ситуацию в СМИ. Я считаю, это очень помогло, потому что, вероятно, ввиду вот этой огласки произошло возбуждение уголовного дела. Да, кстати, вот очень важно отметить, что сотрудники МВД уже, кстати, возбудили уголовное дело. Ну, на сегодняшний день я считаю, что множество может быть реализовано мероприятий для того, чтобы, скажем так, показать горизонты того, как эти граждане должны вести. Ну, маме детей я, в свою очередь, пожелаю терпения. Вот, ну, как говорится, все будет путем. Искандар, скажи, пожалуйста, вот если, понятное дело, что этот вопрос не решится моментально, да, и то есть по каждому факту лучше все-таки обращаться в компетентные органы, то есть заявление на один факт нарушения, заявлением на другой факт нарушения, да? Совершенно чтобы верно. Это все было зафиксировано, более того, наличие обращения, это так называемый талон КУСП, он может в случае, если хранится дома, потеряться, да, то есть его могут как минимум забрать вот эти профессиональные соседи, поэтому я бы все документы, которые, ну, скажем так, личные, хранил бы в специально отведенном месте. Может быть, это был бы сейф какой-то, может быть, это были бы соседи или еще что-то, но фиксация и вот это вот набор вот этих ряда заявлений в последующем будет поводом для того, чтобы как минимум обратиться в суд с соответствующим, скажем, заявлением для привлечения этих лиц к какой-либо ответственности. А вот чаще правоохранительные органы как реагируют и вообще как расценивают действия вот этих профессиональных соседей? Ну, я имею в виду, под какую статью можно подвести их? Ну, здесь, не зная всех тонкостей того, что имеет место быть, тяжело говорить, но в данном случае не исключено самая такая распространенная статья, может быть, как самоуправство. Да? Вот опять-таки... А санкции, извини, перебью, санкции этой статьи? Санкция статьи, если мне не изменяет память, это вторая часть с применением насилия до 5 лет. Вот, поэтому, если вдруг вламываются в дверь, толкают, отпихивают, то есть это вот как раз-таки есть то самое применение насилия, поэтому хотелось бы обратить внимание, лицо, которое может себе позволить себя так вести недобросовестно, в случае привлечения к уголовной ответственности, если про нее речь вести, если оно ранее не привлекалось, то, как правило, реальной посадки в места лишения свободы может не произойти, потому что все-таки, как говорят, первый раз первый класс. Тем не менее, наличие вот этого факта привлечения позволит им чуть-чуть, скажем так, придержать своих лошадей и вести себя более корректно. Не исключено, что предложить стороне условия какие-то по приобретению или еще что-то. Но это личное дело каждого, скажем так, человека. И не будем забывать, что именно в этом репортаже указывается о том, что супруги между собой не договорились, и после этого он реализовал свое право по продаже этого имущества. Соответственно, какие условия были, какие предложения были, были ли деньги у супруги, да, вот, или еще что-то, это тоже мы, скажем так, не видим. Но сам факт того, что они себя так ведут, очень вызывающе, это, естественно, позволяет говорить о том, что они заточены под результат того, чтобы испортить ей возможность проживания в этой квартире. Искандар, скажи, пожалуйста, может быть, на твоей практике или на практике твоих коллег из адвокатуры уже были подобные случаи? И чем они заканчивались? Интересно было узнать. Я скажу так, повсеместно, как уже было сказано, по территории всей России, я думаю, и в каждой стране такие существуют проблемы, потому что, как правило, наличие жилого помещения у любого лица — это повод, если он одинок, там, его каким-то образом ввести в заблуждение, обмануть, завладеть квартирой, его спихнуть на улицу. То есть в 90-е годы, в период приватизации, как правило, всех вот этих одиноких граждан, черные риэлторы, которые прям настоящие черные риэлторы, которые не останавливались ни перед чем, в том числе и совершали особо тяжкие преступления. Поэтому на сегодняшний день есть практика, соответственно, я в подобного рода делах сам не участвовал, но если говорить о том, что все-таки какая-то реакция со стороны государства она имеется, то да, это действительно так и есть.
Мгм. Ну, то есть за это можно получить реальный срок. Можно и реальный срок получить. Все зависит от тех обстоятельств, которые конкретно. Если там люди себе позволяют совершать какие-то действия, которые, ну, кроме самоуправства, это же один из вариантов того, Ну, какое да, в том преступление может числе меняться. нанесение телесных повреждений. Не исключено нанесение телесных повреждений, не исключено, что угрозы, вымогательство там, или еще что-то. Да? И плюс, не будем забывать, есть там несовершеннолетние, а все преступления, которые в отношении несовершеннолетних, они, как правило, ну, на большем контроле, нежели чем другие преступления в отношении совершеннолетних граждан. А что, если вот попадутся не такие профессиональные соседи, но которые ведут себя корректно, да, но тем не менее отравляют жизнь? Тогда, я так понимаю, прямая дорога в суд, да, и через суд добиваться как-то отмены там сделки или вот, оспаривать ее. Я думаю, что да, много различных вариаций. В первую очередь я уже указал о том, что если купля-продажа произошла с нарушением, если стороне в первую очередь как самому первостепенной стороне, которая имеет право на приобретение данной жилплощади, не предложили эту сделку, да, по конкретной цене, то есть или предложили, она отказалась, то не исключено, что тогда сделку не оспоришь. Но тем не менее, как я уже отразил, наличие возможности демонтировать определенные перегородки или монтаж, наоборот, перегородок обеспечить, сделать второй вход. То есть это опять-таки затраты, тем более для матери с несовершеннолетними детьми. Но, как правило, определение порядка пользования жилым помещением, да, чтобы не трогали личные вещи, чтобы кружки не убирали наверх. То есть это все долго, муторно, но тем не менее, если за это взяться и не отпускать, то в принципе есть вероятность того, что суд при наличии вот этих обстоятельств станет на сторону истца. Искандар, спасибо большое, что нашел время, пришел к нам в студию, ответил на вопросы. Я напомню, что у нас в гостях был адвокат Искандар Кабиров. Я же с вами прощаюсь, но вы не переключайтесь и оставайтесь на телеканале БСТ.